Всем привет из солнечного Крыма. Пятница, 8 ноября. Вечер, Ялта. Идем ужинать в кафе и кофе пить. Вот. Сегодня было плюс 17 днем, сейчас чуть похолодало. Сейчас где-то где-то плюс 14, плюс 15, где-то так. Слышно меня там? Ветер местами. Воздух теплый все равно. Прошли фонтан, мэрию. Сейчас идем к набережной. Закрыто. Кстати, оно давно, по-моему, уже закрыто. В аренду, наверное, сдают, все никак не сдадут. Здесь вкусные завтраки, кстати, вот здесь вот. Тут темно сегодня, свет вверху отключили. Пятница почти выходной. Но в субботу, конечно, в воскресенье больше всего местные гуляют. В пятницу еще так. Чуть-чуть. Сегодня я ходил в спортзал, но должен был поехать еще вечером на велосипеде, но не успел. Уже как бы пока сходил в спортзал, пока туда-сюда, пока пообедал, а тут уже раз и как бы почти вечер уже. А чтобы куда-то выезжать, это как минимум часа два. 2-3 часа где-то. Так что сегодня только спортзал был. Но обычно, да, я стараюсь в спортзал и потом куда-то еще выезжать. Вот. Тихо, как в раю, А сегодня звезды над местечком высокий яркий. Я себе пою, никуда я выехать. себе краю. Опустилась ночь, Так что как-то так вот. И тут песни.
малой в шлеме в таком катается по набережной. Чудной. Спортсменки. Не только можно на роликах, на велосипеде, на самокате, еще на таких вот. Ролики, да. На роликах, хотел сказать, на коньках. Кстати, не в том году, по-моему, позатом году каток открыли сначала здесь, а там с левой стороны он был, а потом бац, его и закрыли. Что-то, по-моему, в декабре его открыли, что-то он не совсем долго был, и потом бац, и закрылся. Месяц-два где-то, да, и все, потом закрылся. Так что вот такие дела. Клад. Да, он малой в шлеме в таком закрытом ездит. Жарища такая сейчас там. Я как-то себе начал пробовать, купил себе шлемы вот такие, только не такой, как у него, а другие чуть. Пробовал, и жарко у них. Даже вот зимой крутишь педали, жарище. Очень жарко в таких шлемах. Они у меня до сих пор лежат. Он один, второй, третий, даже покупал специально, даже мотоциклетный, если там холодина. Но в итоге лучше всего в обычном велосипедном шлеме. Шапка теплая, балаклава или маска, очки, и все как бы нормально. И зимой даже можно кататься. На роликах катаются. Так, ну что, вышли с кафе. Идем сейчас, пройдемся до Приморской набережной до конца. Музыка готовится. Шансонье готовит свой концерт. Уже колонки поставил. Наверное, минут через 15-20 начнет зажигать. Вот там я кофе всегда пью, когда на велосипеде езжу вечерком, иногда днем. В основном вечером приезжаю, там вот сажусь и кайфую.
Там какая-то движуха. Рисуют, ну да, рисуют картины. Пойдем. Пойдем дальше. Вот такая вечерняя прогулка по Ялте. Обычно ролики у меня на велосипеде езжу, снимаю. Ну и бывают ролики такие прогулочные. Пешком в Сочи я ездил зимой. Там много я снимал. Потому что зимой там особо не покатаешься. Ну, покатаешься, но когда холодно, не, долго не покатаешься. Я как бы много ходил, гулял по Сочи, по этой улице Новогинская, к морю, туда, к морпорту, в Красной Поляне там поднимался на разные места, на кабинках ну, Красная Поляна 960, 1440, Роза Хутор поднимался. Ну, тут собаки, как обычно, блин, бегают. Роза Хутор, Газпром. Вот там их сколько. Собак этих. Вот. Ну и вот здесь тоже снимаю прогулочные на ролике. Начал снимать. Но это будет не каждый день. Может быть, в неделю раз там. Может быть, два. Потому что в основном я езжу на велосипеде везде. Ролики. Занималась как положено. Все на велосипеде у меня. Ну, я везде здесь езжу. В Семейск, ну, если в ту сторону, до Фароса. В Севастополь не. В Севастополь не интересно. А вот в Фарос, да, езжу. Фарос, Фаросская церковь. Да, с Севастополя мне не интересно, потому что там по трассе едешь, а я по трассам ездить особо не люблю. Тут полиция. Что они там? Вот, в ту сторону я до Фароса езжу. С Семеису, Валубку езжу. В Фарос. А в этот, как его, а если в ту сторону, в Никиту, в Гурзу, в Партенит, в Алушту, вот, ну и в разные там места, на Петре, там, Боткинская тропа, Узенбашская, там разные всякие места. Так что как-то вот так вот. Приморская набережная. Пройдемся до
конца. Кофе уже выпил только что в кафешке, так что кофе пить не будем. Тут тоже люди сидят, отдыхают. Тут тоже всякие кофейни, всякие кофе, мофе, винцо, шампанское. Я тут и на велосипеде езжу. Так чуть-чуть люди есть, сидят. Здесь тоже сидят, вина. Даже женщина ходит с цветами, предлагает цветочки всем. Для женщин купите цветочки. Молодая такая и сидит без цветочков. Вон тут с каминчиками, чтобы теплее было. Тут всякие модные магазины. Тут ремонт, что-то тут было вафли, что ли. По-моему, были вафли. А здесь на втором этаже какое-то открыли, по-моему, новое. Сила Крыма, косметика и сладости. Да, как они тут выживают, вот такие всякие магазинчики. Тут же вообще, блин, не знаю даже. Тут пусто. Чашка экспресса-бар. По 4 столика, по 5 столиков. Не знаю, как они тут вообще. Ну ладно, вот этот магазин, да, там куча товара, куча одежды. Все как бы дорогое там. Там по 3000, по 5, по 10, по 20 там. А то такая кофейня, как бы, что прям столько будут брать этих кофе всяких, пирожных. Байк стоит. Дукатти. Прикольный. Но байк есть байк. Мотоцикл, да, есть. Мотоцикл. Сейчас пройдемся вот туда. Дальше. Посмотрим. Еще здесь обстановку вечернюю. Тут тоже люди гуляют. Штиль. Почти штиль. Вот такой вечер. Красивый вечер. Елочки. А что-то тут освещения нету, что ли? Непонятно. Вроде было. А сейчас нету, что ли? Похоже на то. Выключено освещение. Тут тоже кафешечка летняя, походу, не работает. Да, что-то свет. А, нет, что есть свет. Что я это? Я не увидел сразу эти фонари. Ну, тут тоже люди сидят, отдыхают, гуляют.
Штиль почти. Чуть-чуть волна. Рыбаки он с фонариками. Он светится Ялта Интурист. Ладно, пойдем назад. Пойдем назад. Теперь наверх поднимемся или по набережной так пойдем. Посмотрим сейчас. Здесь, кстати, там вот дальше классный спа есть. Спа Приморский. Вот. Там бассейн на улице с подогревом небольшой, с видом на Ялту, на эту сторону. И куча всяких бань там у них. Просто там офигенная травяная баня. И какая-то баня, не помню. Там так легко вообще. Температура такая слабая. И, в общем, там такой кайф. Вот мне там две как бы понравились. Так что вот так вот. Две бани. Остальные там прикольные, но как бы так. В общем, пошли назад. Что там, сообщения какие-то приходят. Кеды разные. Вот такой спокойный, тихий вечер. В следующий раз пойдем в Приморский парк. Пройдемся. Я там один раз туда ездил в бассейн, но сейчас как бы там в бассейне. Я сейчас езжу в Ялту в Интурист. Самый офигенный здесь бассейн. Свободно как бы, хоть и люди есть, приезжие туристы, но все равно свободно. 7-8 дорожек. Большой такой, да, бассейн. А здесь в Ливадийском всего лишь две. Ну и он закрытый в помещении. А этот под открытым небом. Вот что нравится. Ну и тут в районе Ялты получается вот в Интуристе самый большой получается бассейн. Есть там другие, но вот в Интуристе, я говорю, самый большой. Ну я в основном в бассейн либо раз в неделю, либо когда плохая погода, там дождь или там холодно, вот езжу. Вот завтра будет дождь. Посмотрим. Завтра посмотрим. Что-то закрытые путики или уже просто закрылись. Время уже, да. Тут он тоже, вот здесь мне нравятся вот такие вот мягенькие, удобные вот здесь вот стулья. 16 минут уже. Еще плюс там сколько. Так что вот такие дела. Напитки, мороженое закрыто.
Ну, здесь тоже место неплохое, кафе, ресторан. Вкусные есть блюда. You know I wanted our stick figures in it on Barbie doll. So if there's what you want and to go ahead and move along. О, коляску угнал. Угнал коляску малой. Собачки маленькие. Все, идем домой, в общем. Идем домой. А нам идти минут 15-20. Ну, не 15, наверное. Минут 20 где-то идти. Сердце. Люди сели сфотографироваться на фоне сердца. Вот такая осенняя вечерняя прогулка по Ялте. Здесь классно, ближе же к зиме, когда шторма уже. Вот здесь, в этом месте, такие волны дубасят, лупасят. Вот здесь, вот в этом месте, тут постоянно все собираются. Собаки. Собаки это зло. Для велосипедиста. Так что песни. А он всегда здесь мужичок этот поет. Тут картины, наверное, рисуют. Да, тихо, спокойно. Красота. Ветра нет. Вот мне нравится в Ялте, вот, ну, в Алуште, в принципе, тоже такая примерно погода. Вот осенью, зимой, весной здесь ветров практически нету. Всегда тихо, спокойно. Есть ветра, но они так, когда есть, когда нету. Из-за того, что горы высоко здесь. Вот. Вон тут что-то рисуют. Маяк, давай, включайся. О, луч такой мощный. Труба. О, собаки уже на кого-то там гавкают. На самокатчиков. Они на самокатчиков, на велосипедистов. На всех, кто
движется на одном колесе, на двух колесах. Вот тут какие-то трюки с мячом. Хорошо катается. Все. Идем к фонтану. До фонтана. В ту сторону. Зонтики известные всем. Все любят здесь фотографироваться с этими зонтиками. Как в Ялту приезжают. Прям зонтики, зонтики. Все фотографии давай выставлять. Тут побрякушки всякие продают. Крымские разные свечи. Те самые свечи. Какие-то там. Здесь, я уже рассказывал, плов вкусный. Вечерний. Просто бомбезный. Вкусный. Очень. Кстати, это новое кафе. Его не было. По-моему, в этом году, чи в том году открыли они его. Вот. Не, ну они же там не дикие. Столовая по-домашнему. Дети катаются. Наверное, родители где-то сидят, а не по набережной. Наяривают. Танцы, танцы. Хотелось бы похудеть, женщина рассказывает. Хотелось бы, но недостаточно хотеть. Просто хотеть недостаточно. Фу. А, сзади самокатчик. Вдвоем даже. Но один на самокате это еще ничего. А вот когда двое, это вообще опасно. Очень опасно. Если в кого-то впишешься, или в какая-то ямка, или что-то, или впадина, то будете лететь вдвоем очень далеко. Ну да, один когда это одно дело, а вдвоем когда это жесть. Вот.
собак выгуливают перед сном. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Падам. Я стану водопадом. Винограда для меня уже слишком просты. Тебе больше нет хмеля, и крепость моя не та. Нам оставалось всего недели, она уже прожита. Хорошего вечерочка всем. Мы уже дошли до начала набережной. Что-то мы быстро движемся. Очень быстро. Нет, чтобы идти, наслаждаться, отдыхать. Мы прям летим прям. Включение из фонтана. Дошел до фонтана, там в пару магазинов зашел, посмотрел кое-что. Вот, ну, в общем, да, будем уже заканчивать трансляцию. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. Коронная наша фраза в завершении дня или маршрута, или дня.